Здравствуйте, в эфире новости на телеканале Челны ТВ, в студии Валерия Новожилова. И вот главные темы этого выпуска. Пассажирские перевозки снова в центре скандала. Водитель микроавтобуса выволок из салона мужчину. Опасные игры. Спасатели МЧС эвакуировали нескольких подростков с причала для речных кораблей. В Челнах появится еще один сухой фонтан. Его установят на бульваре юных ленинцев. Буйный пассажир или водительский произвол. В набережных Челнах разгорается новый скандал. В соцсетях появилось видео. На кадрах водитель вытаскивает из салона маршрутки пожилого человека. Что произошло на самом деле, разбирался Руслан Бекмухаметов. Это видео в социальных сетях собрало множество комментариев. Одни встали на сторону водителя, другие – пассажира. На кадрах видно лишь, что перевозчик в грубой форме выволок человека из салона маршрутки и бросил его на краю проезжей части. Нашей съемочной группе удалось встретиться с водителем и разобраться в ситуации. Он пояснил, что это был не пожилой человек, а мужчина среднего возраста в состоянии алкогольного опьянения. Сел уже как бы в таком состоянии, бухой он просто бухой, он упал уже, когда садился. А там его разнесло, когда он еще к людям приставал. У него здесь мокро было, там обоссался, что ли, там или что. Он зачем? Он вот так лег, там люди не могут зайти, не выйти, не зайти. Водители признаются, что бороться с пассажирами в состоянии алкогольного опьянения приходится ежедневно. А вообще часто вот так вот пьяные заходят? Часто. Часто? В день по 5, по 6. И вот постоянно приходится всех так выводить, да? Нет, это мало таких, кто выводит. По словам генерального директора пассажирских перевозок Николая Тятюшкина, у водителей связаны руки. Доказать буйное поведение можно только с помощью камер, установленных в салоне, отметил он. Против пьяных нельзя. Нельзя его тронуть, нельзя высадить. Даже если мы приведем какой-либо РОВД, первый вопрос, зачем вы его сюда привезли? А сидеть, ждать, когда приедет экипаж и сдадут его в отрезвитель, мы не можем. У нас график движения. Да и пассажиры не выйдут, чтобы это пьяного водитель куда-то сдавал. В микроавтобусах установлены камеры. Всего в маршрутках установлены 2 камеры. Одна смотрит вперед, другая в салон. Все происходящее записывается. Если вина водителя будет доказана, то его накажут, пояснил Николай Тятюшкин. По словам перевозчика, единственный способ бороться с буйными пассажирами – это передавать записи с камер правоохранительным органам. Так как урегулировать ситуацию на месте, не нарушая закон, у водителей, как правило, не получается. Руслан Бекмухаметов, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ. Подросткам чудом удалось избежать трагедии. Они не смогли добраться до берега. Все произошло в поселке Челны-Яр в понедельник около 8 часов вечера. Подростки прыгали в воду с так называемой причальной стенки. Почему юным челнинцам потребовалась помощь спасателей, в сюжете Дианы Маляровой. Вон то место, где швартуются речные корабли, стало настоящим спасательным кругом для 6 ребят. По информации МЧС, подростки в возрасте 10-12 лет прыгали с причальной стенки в воду, однако доплыть до берега они не смогли. Развернулись, поплыли обратно и забрались вон на ту нижнюю нишу. Им потребовалась помощь спасателей. Отметим, что место для купания здесь не оборудовано. Заходить в воду строго запрещено. А прыгать с причальной стенки может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни. Тимофей Трунтов стал очевидцем опасных прыжков. Челнинец регулярно приходит сюда порыбачить. По его словам, прыгуны не боятся ничего. Ни высоты, ни темноты, ни возможной опасности под водой. Их очень много прям, группами они. И еще когда проходят, смотрят и присоединяются к ним другие. Сначала они с верхушки, потом он оттуда с середины. Они прыгают и кричат потом. Не знаю, то ли они бьются об воду. Купаться в необорудованных местах запрещено, не устают повторять спасатели. Но даже на санкционированных пляжах могут произойти непредвиденные ситуации. Судорога либо внезапная усталость на глубине. Что делать в такой ситуации? С этим вопросом мы вышли на улицы города. Кричать о помощи, может, люди услышат, если там люди есть. Руками шевелить. Я думаю, что можно хоть как-нибудь попытаться доплыть хотя бы до начала берега, если ты на дне. И потом уже начать кричать. Потому что когда ты начинаешь кричать, у тебя силы сильнее заканчиваются. Будет паника. Точно. Это сейчас так легко сказать, а там будет паника. Как справляться? На помощь звать, кричать. Вы как считаете? Успокоить себя, расслабиться. Правильно, главное не паниковать, говорят спасатели. Постараться лечь на спину, успокоиться и подать знак с просьбой о помощи. Хотелось бы сказать родителям, что прежде чем куда-то их отпускать,
Они провели с ними разговор, обсудили моменты, то, что купаться идут, где не надо. Вот случай вчерашний. Мы там каждый раз проезжаем, каждый раз по громкой связи ребятам объявляем, что прыгать нельзя, что это опасно, что уже были повреждения. Стоит отметить, что родители подростков могут быть привлечены к административной ответственности, если будет установлен факт неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Спасатели напоминают, что причин, приводящих к трагедии, может быть множество, но расплата всегда одна – жизнь. Диана Малярова, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. Кражей гамака во дворе 19-го микрорайона занимаются правоохранительные органы. Об этом сообщили представители компании-застройщика. Личности воров устанавливаются. Гамак же будет восстановлен в ближайшее время. Напомним, инцидент произошел на прошлой неделе. Злоумышленники сняли гамак на детской площадке жилого комплекса. Все происходящее было зафиксировано на камеры видеонаблюдения. К другим темам. В Тукаевском районе ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов. Очаг выявили на территории личного подсобного хозяйства в Битьках, куда зашла лиса. В настоящее время, согласно распоряжению, в Тукаевском районе нельзя лечить, возить и вывозить животных, посещать территорию посторонним, а также перемещать непривитых питомцев. В Битькинском сельском поселении, помимо всего прочего, запрещено проводить ярмарки, а также отлавливать животных для передачи в зоопарк. Карантин продолжится 60 дней. Лису увидел хозяин, пытался ее, так говорится, умертвить. Он ее убил, получается, обратился в ветеринарную службу Тукаевского района при исследовании на бешенство. Показал положительный результат. Был контакт с домашними животными. Хотели как лучше, а получилось как всегда. А жители 26-го комплекса недовольны реализацией программы «Наш двор». Лавочек нет, песок грязный, а техника безопасности на детской площадке оставляет желать лучшего, возмущаются челненцы. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Мы находимся во дворе дома 2604, жители которого недовольны реализацией программы «Наш двор». Рядом со мной Юрий Степанович. Вам слово. Было лучше, стало хуже. Но где техника безопасности? Благоустройство двора в 26-м комплексе идет в рамках республиканской программы «Наш двор». В комплексе отремонтировали дороги, обновили детскую площадку. Однако результат челнинцев не устраивает. Песок забивается в обувь, мамочкам негде присесть. Но это не основные проблемы. Тревогу вызывает техника безопасности. Ведь, по словам жителей, дети собираются на самый верх, но спуститься бывает проблематично. Юрий Степанович всю жизнь проработал инженером, проектировал сложные авиаконструкции. Главное в любом проекте – это надежность, а уже потом удобство и дизайнерские решения, уверен челнинец. Детская площадка визуально красива, но безопасна ли она, интересуется мужчина. В основном я забочусь о нарушении техники безопасности. Вот. Залазят вот на эти вот, каракатицу какую-то сделали, кто спроектировал такое, и они вот на эти крыши залазят, слезть маленькие никак не могут. Они же могут удариться о ступеньках. Дворники возмущаются, как им убирать вот этот мусор с песка-то тоже. Подметать-то но постоянно одни проблемы надо. Создали. Помимо безопасности, местных жителей не устраивает покрытие на детской площадке. Вместо ожидаемой резиновой крошки или газона они получили песок. Песок по всему двору, который потом в дальнейшем находится дома на постельном белье, на полу и везде, где только можно, там, где дети прошлись. А дети бегают домой по несколько раз за день попить, поесть и отдохнуть. Соответственно, не моются, не купаются. Не нравится, что нет здесь скамеек, где можно присесть, пока дети гуляют, наблюдая за ними. Представители республиканской программы «Наш двор» пообещали разобраться в проблеме и прислать нам официальный ответ. Тем временем работы продолжаются. Свои предложения и замечания жители могут озвучить по телефону горячей линии 8 800 27 5 20 20, пояснили кураторы республиканской программы «Наш двор». Рузлия Фахрудинова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ.
В течение дня мы получили еще несколько народных новостей. В частности, челнинцы жалуются на состояние почтовых ящиков в доме 3805. Жильцы многоэтажки уверяют, что из-за рекламы на дверцах почтальоны не могут прочитать номер квартиры и путают письма. Сообщение также поступило от жителей поселка Сидоровка. Каждую дождливую погоду их дороги уходят под воду. Горожане просят привести в порядок ливневые канализации. Ведь проезжая часть и так не в лучшем состоянии, поэтому любой водитель рискует повредить автомобиль, а пешеходам даже негде ходить. 10 минут дождь было, ни тротуаров, дети не могут ходить, старики, ни в магазин, никуда. Что творится вот. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Биш to'g'izli ham birli. Boshqalabız Qozonga komfortli reyslar. Sizga o'ng'ayli bo'lgan to'xtalishdan olib ketamiz. Har 10-chi borib qaytuv Bushlay. Ko'p kanalli birdam telefon, биш to'g'izli ham birli. Вы смотрите новости на канале Челны ТВ, и мы продолжаем. В Набережных Челнах появится второй сухой фонтан. Его обустраивают на бульваре Юных Ленинцев в 27-м комплексе. Напомним, реконструкция площади началась в прошлом году. Тогда залили тротуары, озеленили территорию и установили освещение. Этим летом проходит второй этап работ, в рамках которых и запланировано строительство фонтана. О том, каким он будет, смотрите далее. Реконструкция бульвара Юных Ленинцев в рамках второй очереди занимает около 8 тысяч квадратных метров. В планах амфитеатр, кафе, летний кинотеатр, зоны отдыха с гамаками и сухой фонтан. Работы по строительству водной конструкции начались еще в июне. Фонтан выполнен на 20%. Его обустроят на серой гранитной брусчатке, оборудуют подсветкой. Вода будет подниматься словно из травы на 2-метровую высоту, а все инженерные системы будут спрятаны под землей. Именно в этом и заключается главная архитектурная особенность будущего фонтана, отметил представитель подрядной организации. Водная конструкция не будет скульптурным произведением. А этот фонтан будет как бы связан с природой. И особенность его в том, что он будет располагаться мало того, что рядом с пешеходной зоной, на так называемой зеленой зоне. И именно вот вода из этого фонтана, струи этого фонтана будет гармонично выходить на зеленой зоне. Челнинцам такая идея пришлась по душе. Они рады, что бульвар, на территории которого раньше не было ничего, кроме травы и асфальта, настолько преобразится. Это вообще очень прикольная вещь. Потому что можно пробежать, можно поснимать что-то. Людям очень нравятся такие. Еще особенно с подсветкой, которые, когда эти струи воды подсвечиваются, очень красиво. Очень рада, да. Потому что я здесь уже сколько живу, но эта красота вообще шикарна. Монтаж фонтана планируют завершить уже 15 августа, а запустить водный объект по окончанию второй очереди реконструкции бульвара Юных Ленинцев. Валерия Новожилова, Айдар Мусин, новости Челны ТВ. В городе продолжается вакцинация от COVID-19. Челнинцев прививают препаратами «Спутник Ви» и «Эпивак Корона». Также стало известно, что в город поступила первая партия новой вакцины «Спутник Лайт». Всего в Республике Татарстан поставлено 13,5 тысяч доз препарата. В Набережные Челны поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 1500 доз. Вакцина «Спутник Лайт» в первую очередь предназначена для переболевших через 6 месяцев после перенесения заболевания. Записаться в лист ожидания на прививку можно в поликлинике по месту жительства и по бесплатному номеру 122. Некоторые вузы Набережных Челнов вводят обязательную вакцинацию. В частности, Казанский федеральный университет выпустил приказ, согласно которому прививку необходимо поставить как сотрудникам, так и студентам. В Набережно-Челнинском институте КФУ приказ об обязательной вакцинации подписал ректор университета Ильшат Гафуров. Документ обязует сотрудников вуза поставить прививки до 25 августа или предоставить на работу справку о противопоказаниях. Для студентов временных рамок нет. Кроме того, с начала учебного года, возможно, изменится пропускной режим в учебные здания. Необходимо будет при входе предъявлять соответствующий документ. Это результат теста ПЦР отрицательный, соответственно, сертификат вакцинации, ревакцинации, либо справка о медотводе по показаниям, либо же о ранее уже перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев.
В СМИ также появилась информация, что обязательную вакцинацию ввели и в Набережно-Челнинском государственном педагогическом университете. Якобы сотрудники вуза должны сделать прививки до 15 августа. Однако в самом учебном заведении данную информацию не подтвердили. Представители НГПУ пояснили, что вакцинация в вузах проводится на добровольной основе. В системе образования работает огромное количество людей. Нам надо приложить максимум усилий для того, чтобы ситуация не развивалась по негативному сценарию. Я призываю последовательно, системно, но при этом осторожно и взвешенно двигаться по пути вакцинации, создавая условия для всех, кто хотел бы привиться. Представители челнинских вузов отметили, что большинство студентов активно прививаются и без обязательных мер, учитывая, что в некоторых вузах вакцину можно поставить и в медпункте учебного заведения. Валерия Новожилова, новости Челны ТВ. На улице потеплеет, но не обойдется и без дождей, предупреждают синоптики. Вместе с ними придут сильные ветры и грозы. А в среду днем ожидается солнечная погода, температура в Челнах поднимется до 25 градусов тепла. Начиная с 29 июля в городе ожидаются дожди и грозы с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Такая погода может сохраниться по выходным. Ночью на востоке республики еще ожидается небольшой дождь, а днем без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 9-11 градусов тепла, днем 22-24. 29 июля ночью тоже без существенных осадков под влиянием антициклона. Днем ожидается кратковременный дождь с грозой. Ведущие радио «Кунель» приглашают на татарскую дискотеку. Зажигательная музыка, конкурсы, хорошие призы и подарки – все это ждет гостей уже сегодня. В программе выступления звезд татарской эстрады. Для челнинцев споют Азат Фазлыев, Гузалия, Решат Фазлиахметов, Лейна и Винарис Ильегет. Вечеринка «Кунель» начнется в 21:00 на пляже Сандали. Билеты можно будет приобрести на входе. Дискотека необычная, дискотека будет татароязычной, а значит песни татар ремиксованные. Также, конечно же, приедут и выступят сами артисты и вживую. Ждут вас хорошие подарки также от наших спонсоров и, конечно же, веселое, хорошее настроение. Ждем всех! Это все новости на сегодня. Далее о погоде расскажет Ольга Гайдабура сразу после. Вашему вниманию новости на татарском языке.